Проект Торгово-промышленной палаты России «Бизнес-барометр коррупции» — это независимое исследование мнения предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в регионах. С каждым годом он все больше привлекает внимание в стране и вызывает доверие бизнесменов. Уже прошел 8-й этап опроса. В нем приняли участие более 42 тысяч предпринимателей из 85 регионов страны. Тройку лидеров наиболее коррумпированных направлений в этом году составили. 38% это контроль, надзор за предпринимательской деятельностью, 26,36% это регистрация сделок с недвижимостью, земельные отношения, и более 25% это получение разрешения, справок, лицензии и аккредитации. Добиться прозрачности во всем. Проект действует с 2016 года. Замер общественного мнения проводится каждые полгода. Ингушетия активно участвовала в проведении 8-го этапа опроса. Республика занимает лидирующую позицию среди регионов страны по количеству опрошенных предпринимателей – порядка 1726 человек. На вопрос, как часто вы сталкиваетесь в предпринимательской деятельности с проявлением коррупции, 52% опрошенных ответили редко, 37% ответили часто. На вопрос основной причиной распространения коррупции, что вы считаете основной причиной распространения коррупции, предприниматели ответили, что считают алчность чиновников, должностных лиц. Коррупция в отношениях между бизнесом и властью – одна из самых острых и сложных тем. Причем все чаще коррупционные действия совершаются в завуалированной форме. За 5 лет ущерб от коррупции в стране составил более 250 миллиардов рублей. Аналитики посчитали, смотрите, можно было вылечить 215 тысяч онкобольных детей. Можно было построить 826 детских садиков. Можно было закупить 33 тысячи аппаратов КТ. Мы помним, как мы стояли в очередях за КТ. Можно было построить 407 больниц. Можно было на 200 коек-мест из них каждая. И это только малая часть того, что можно было на эти деньги сделать. Главная задача проекта – добиться, чтобы зона работы бизнеса стала свободной от коррупции. Это нужно как самим предпринимателям, так и экономике в целом. По итогам исследований будут приниматься новые законы. Тамара Хашакульгова, Магомед Белокиев, Новости 24.